Также показывает это же число. Да, действительно, именитый и опытный боец из Казахстана будет противостоять Джоробеку Тешебаеву. Также в рамках данного турнира, уважаемые зрители, вы увидите поединок между Калыбеком Марзыкулулу и Кулмуратом Орозовым, представителями Кыргызстана. Оба бойца являются базовыми грэплинг у Кулмурата Орозова, а у Калыбека Марзыкулулу это больше ударная техника муай-тай. А сейчас у нас в октагоне появится Айзатбек Нуралы-Улу. И сегодня действительно у нас будет конкурентный поединок между этими бойцами. Да, дорогие дамы и господа, мы идем далее и представляем бойцов четвертого поединка EFC 43. Боец в синем углу октагона, ему 23 года, представляет Кыргызстан, город Бишкек, имеет чистый проф-рекорд, 1 бой и 1 победа. Спортклуб Альфа Профи, чемпион Кыргызстана по ММА, призер чемпионата Кыргызстана по вольной борьбе, Бекболот Пазылбеков! Его соперник в красном углу октагона, ему 22 года, представляет Кыргызстан, город Ош. Имеет также чистый проф-рекорд, 1 бой и 1 победа. Тренер Коджаш Худейбаев, спортклуб Улу Кыргыз, чемпион Кыргызстана по ММА среди кадетов. Нуралы-Улу Айзатбек! Правила знаем, не нарушим, активно защищаемся. Удачи. Судья, первый раунд. Угол свой. Найс готов. Время. Так, у нас начинается поединок. Бекболот Пазылбеков, синий угол, и его оппонент Айзатбек Нуралы-Улу, красный угол. Со стойки начинают оба бойца. Айзатбек Нуралы-Улу, представитель спортклуба Улу. Его оппонент Бекболот Пазылбеков представляет спортклуб Альфа Профи, город Бишкек. Ух, что творит? Тайский бокс, друзья, в деле. Это тайский бокс. Тайский бокс против борьбы. Вот, попытка прохода в одну ногу. Великолепный слэм! Вау! Господи! Это претендует на пятибалльный бросок. Однозначно, пятибалльный бросок, ну и, конечно же, во все хайлайты. Мы сейчас увидим еще один пятибалльный бросок, мне так кажется. Ну, во всех, конечно, пабликах ММА Кыргыз All Sport появится, я думаю, это видео. Да, это, несомненно, должно появиться. Да, это было очень красиво. Ух, страшнейший просто удар, смотрите, сейчас наносит здесь Бекболот Пазылбеков. Если бы это у нас был бы турнир по греко-римской борьбе, это был бы хороший ролик. Этот именно бросок. Да, однозначно. Да, во все хайлайты пускайте, ребята. Умеем завирусить это видео. А здесь тем временем работа у сетки. Сильнейший удар сейчас коленом. Да, парни, конечно, полностью отдают всего себя сразу же в первом раунде. Очень такой энергозатратный отрезок здесь. Один пытается перевести, другой пытается устоять. А я хочу заметить, Бексултан, что Айзатбек Нуралы-Улу, он изначально должен был драться с бойцом из Казахстана, но по определенным причинам боец из Казахстана получил травму в последний момент, и на коротком уведомлении выходит Бекболот Пазылбек-Улу и творит такие хорошие броски. И что же будет дальше? Это очень даже интересно. Ну, значит, парень просто постоянно тренируется. Да, он не бросает тренировки, постоянно в форме. И, как говорится, всегда готов. Да, да, да. Такими должны быть, конечно, бойцы. Постоянно быть готовым. Выскочить
независимость от времени, Да. от погодных условий и так далее. Как говорится, любое время, в любом месте, как говорили великие философы. Как Марсель Нарламбеков, да? Абсолютно точно. Ну, конечно, это к тому, что парни именно в такой позиции, когда один бой всего у того и у другого, они должны быть готовы действительно на коротком уведомлении, постоянно быть заряженными, как у нас, например, вот ребята, тот же, например, Мухтек Орлбаев, он полетел просто в США и просто был готов все время. Он постоянно просто тренировался, чтобы быть готовым в любое время. Ему позвонили, сказали, давай ездить поединок на коротком уведомлении. Он пошел, выиграл у Роша Медича, и вот сейчас уже одна из таких восходящих звезд смешанных единоборств. Так что, действительно, если парень хочет там, биться, то он должен быть каждый день готовым на вызовы. Полностью с вами солидарен. Бексултан и согласен. Вчера великолепный был вечер боев, да, Уран Сатыбалдиев, друзья, стал временным чемпионом лиги LFA, друзья. И это, конечно, одна из самых ведущих лиг США. Да, ну, понятно, что есть UFC, есть PFL сейчас объединенный с Bellator, но и LFA это действительно топ-организация. Напомню, что Мухтек Орлбаев стал звездой LFA, потом перебрался в UFC. И я думаю, сейчас есть великолепный просто шанс у Урана Сатыбалдиева ворваться в ростер UFC. Да. Я думаю, даже это не будет такой а-ля как у Мухтабека, типа вызвать на коротком уведомлении, а это будет, скорее всего, даже прям приглашение на контракт, потому что это временный чемпион огромной лиги. Да, Бексултан действительно это гордость Кыргызстана. Да. На мировом уровне показывают ребята ММА Кыргызстана. Это классно, открывает потихоньку дверь. Ой-ой-ой! Удар в пах. Да, удар в пах сейчас страшнейший просто удар был. Это прям было видно. А хочется заметить, что те именитые бойцы, которые сейчас из Кыргызстана выступают в UFC и в других организациях, также начинали из местных промоушенов. Да, в пах сейчас попал своему оппоненту Бекболот Пазылбеков. Терпимо пока показывает Айзатбек Нуралуулу, и поединок, я думаю, будет продолжен. На восстановление дает время судья. Рефери данного поединка Садык Аширов. Жужжот готов, да. Готов все-таки бой продолжить. Здесь у нас Азатбекулу Нуралы. Ну, парень показывает характер. Это больно, друзья. Я думаю, те, кто пропускал такой удар, прекрасно знают эти чувства. Ну, я, кстати, как футбольный вратарь, это прекрасно понимаю. Приходилось пропускать. Да, футбольному вратарю ныне тоже быть очень сложно. Да. Бой продолжается. Очень зрелищный поединок у нас, однозначно. Здесь очень, конечно, классно сложен Нуралы Азатбекулу. Видно, что он прям подошел к этому поединку в великолепной форме. Как попадает, пропускает здесь хай-кик. И завершается Но очень первый раунд. интересно. Очень интересный момент. Завершается первый раунд данного поединка. Ну, это было очень интересно, друзья. Ну что ж, напомним, что в этом нашем турнире EFC 43. Ну,
Пройдут у нас 13 поединков. И помним про главный бой вечера. Келечек Топчубай Улу. Одна из главных звезд именно кыргызского ММА, наших отечественных лиг. Будет биться с узбекистанским бойцом Лазисхоном Узбековым. Ну а Калыбек Арзыкулулу будет биться с другим бойцом из Кыргызстана, Калмуратом Орозовым. Бойцы в октагон. Синий угол. Октагон. Итак, у нас начинается второй раунд данного поединка между Бекболотом Пазылбековым и Айзатбеком Нуралы Улу. Второй раунд. У нас тем временем раунд номер 2. Если он получится таким же, как и первый, и снова, друзья, надо быть осторожней. Да. Здесь Бекболоту именно этого хай-кика очень удобно. Он стоит, конечно, под правую ногу. Вот если левую руку просто опустит вниз, то там пропускает хай-кик. Готовит, явно готовит сейчас хай-кик. Раз, два, три. Стойки хотят порубиться бойцы. Да. Хороший сейчас лоу-кик попадает снова. Еще раз. Отвечает на этот лоу-кик прямым ударом. Удар с разворота в печень, друзья. Это было мощно. Да, видно, ударная техника у Айзатбека превосходит еще один лоу. намного, но гонится за своим соперником Бекболот Пазылбеков. У него такой больше принцип ни шагу назад. Ой-ой-ой. Страшнейшие лоу-кики. Передняя нога полностью, конечно, сейчас я думаю, что обезображена. Снова работают именно в клинче у сетки бойцы Бекболот Пазылбеков и Айзатбек Нуралы Улу. Осторожно, нужно быть. Там удар в пах. Ой. А после стоп уже был удар. Обратно в пах попал, да? Мне кажется, да. Дает время на восстановление рефери. Да, тяжело приходится Айзатбеку Нуралулу. Второй удар в пах за один поединок. Восстанавливается боец с красного угла Айзатбек Нуралы Улу. А в зале у нас такое, можно сказать, наступил момент затишья перед бурей. Все зрители в ожидании, кто же одержит победу в данном поединке. Действительно конкурентный получается этот поединок между Айзатбеком Нуралулу и Бекболотом Пазылбековым. Встреча двух школ спортивного клуба Улу Кыргыз, который представляет Айзатбек Нуралулу, и спортклуб Альфа Профи, который представляет Бекболот Пазылбеков. Если говорить о регалиях обоих бойцов, то более опытным и титулованным выглядит Пазылбеков Бекболот. Является чемпионом Кыргызстана по ММА и призером чемпионата Кыргызстана по вольной борьбе. Бойца в синем углу Бекболота Пазылбекова минус балл за запрещенный удар. Начинается обратно рубка в стойке у обоих бойцов. Держит ногу, не отпускает Бекболот Пазылбеков. Страшнейший удар. Получает удары, но вот это вольная борьба. Чистейшая вольная борьба, это характер. Да. Призер вольной борьбы чемпионата по вольной борьбе Кыргызстана.
Да, это уровень, это уровень. Показывает свои регалии Бекбулот. Секундант на место. Секундант на место. Синий-красный угол. Да, и сейчас берет позицию. В более выигрышной позиции находится Бекбулот. Пазлбеков. Да, это 3 точки опоры было. 3 точки опоры было и запрещенный удар. Красный угол. Секундант на место. Красный угол. Секундант. Да, такой поединок с определенными перерывами получается между Айзатбеком Нуралуулу и Бекбулотом Пазлбековым. Обратно дается время на восстановление бойцу из красного угла Айзатбеку Нуралуулу. Бой окончен. Итак, в связи с тем, что со стороны Бекбулота Пазлбекова было 2 запрещенных удара, главный рефери данного турнира Телек Бапанов пришел к такому Да, дорогие друзья, выводу у нас и есть вынес такое судей решение, что данный ввиду поединок 2 нарушений и ввиду грубого нарушения после завершен. удара И победа потому что присуждается соперник бойцу находился из на красного позиции угла 3 точки Айзатбеку опоры Нуралы в этом Уло. поединке. А мы Победу. В этом поединке поздравляем ввиду Айзатбека дисквалификации Нуралуулу своего с такой соперника победой. победу одержал Нуралы Улу Айзатбек.